Далее смотрите брифинг о работе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Одним из направлений деятельности филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Якутии является организация оказания бесплатной юридической помощи ветеранам боевых действий, окончившим участие в специальной военной операции и членам семей погибших участников специальной военной операции, либо пропавших без вести. По вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки, в том числе за помощью могут обратиться и действующие военнослужащие со своими родными. Филиалом фонда заключены соглашения об оказании бесплатной юридической помощи с прокуратурой Республики Саха-Якутия, военной прокуратурой Восточного военного округа, Якутской транспортной прокуратурой, уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия, Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, Ассоциацией юристов, Многофункциональным центром Республики Саха-Якутия, Адвокатской и Нотариальной палатами Республики. Граждане обращаются по самым разным вопросам: назначение мер социальной поддержки, получение различных льгот после отказа или бездействия государственных органов и страховой организации, признание гражданина умершим, розыска пропавших без вести, установление юридических фактов отцовства, проживания, фактического воспитания, семейные споры, споры по имущественным или денежным обязательствам. Мы находим возможность помочь по всем вопросам, так как понимаем, насколько значима наша работа. За все время работы филиала фонда с 1 июня 2023 года юридическая помощь оказана по 1601 обращению, по ним по 874 вопросам подопечных фонда. Как правило, запись на прием к партнерам фонда производится через социальных координаторов. Предварительная запись необходима для понимания проблематики. В дальнейшем информация с предложением по совершенствованию законодательства предоставляется в межведомственную комиссию Управления Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия и в иные государственные органы. На площадке филиала прокуратуры республики проводит совместный прием с участием военного прокурора Якутского гарнизона ежемесячно во вторую и четвертую пятницу, юрисконсульт МФЦ еженедельно в среду и пятницу, адвокаты принимают по живой очереди еженедельно по понедельникам в первой половине дня. По согласованию ежемесячный прием ведут уполномоченные по правам человека Республики Саха-Якутия и Ассоциации юристов Республики. Также при Адвокатской палате Республики открыты и ведут работу центры оказания бесплатной юридической помощи в городе Якутск и Мирный. Постоянно на связи контактные лица Управления Федеральной службы судебных приставов и Нотариальной палате Республики. Работа по оказанию бесплатной юридической помощи в улусах ведется по записям от социальных координаторов, они направляются контактным лицам. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Из-за дождевого паводка в Имиконском районе разрушились участки дорог. Эвакуация граждан пока не объявлена. Практика искусственного лесовосстановления приносит свои плоды. В Табаге открыли теплицы для выращивания саженцев хвойных деревьев. Ветераны специальной военной операции Иннокентий Выдылин и Зоя Степанова познакомились благодаря фонду «Защитники Отечества». Расскажем о военно-полевом романе. Сильные дожди привели к подтоплению 4 сел в Имиконском районе Якутии. В результате обильных осадков уровень воды на реках Индигирка, Куйдусун и Нера значительно поднялся, что вызвало подтопление низменных участков в населенных пунктах. В каких именно, смотрите в следующем сюжете. В результате обильных дождей в Имиконском районе привело к подтоплению низменных территорий в селах Орто-Балаган, Куйдусун, Аймикон и Усть-Нера. Всего подтоплено 63 двора, где проживают 236 человек, в том числе 46 детей. Органы управления Имиконского района переведены в режим повышенной готовности. Жители призвали не посещать поймы рек и следить за официальными сообщениями. Исходя из докладов органов местного самоуправления, также наблюдается оказание в зоне затопления, а также сенокосных угодий. Ситуацию держим в постоянном контроле, ведется постоянная передача информации, спасательные службы готовы к реагированию.
Разлив рек привел к повреждению дорожного полотна. Участок федеральной трассы Колыма от поселка Артык до Уснеры временно закрыт для всех видов транспорта. В некоторых местах дороги временно закрыты. Вот на участке, вот в основном такие участки, это 1038 километр, да, 1117 километр. Также поднятие уровня воды, и в связи с этим принято решение вот с 973 километра, это поселок Уснера, до поселка Артык ввести перерыв движения. Значит, для всех видов транспорта у нас на сегодня движение закрыто. Как сообщает МЧС России по Якутии, сотрудники ГИМС и МЧС провели техническое освидетельствование маломерных судов, привлеченных для помощи населению. На базе ЦУПС Главного управления развернута рабочая группа по складывающейся гидрологической обстановке. В готовности к убытию находятся спасатели МЧС России. Для проведения отселения населения, попадающего в зону подтопления, сформирована группировка сил и средств в количестве 43 человек и 15 единиц техники. В настоящее время прогнозируется стабилизация обстановки, так как в ближайшие 5 дней осадков не ожидается. Восстановительные работы на дорогах начнутся после спада уровня воды. Решение о размещении эвакуированных пунктах временного размещения будет приниматься по обстоятельствам. Сейчас в регионе продолжается мониторинг уровня воды в реках. Дарья Короленкова, Айлита Махно. Но в Табаге открыли теплицы для выращивания саженцев хвойных деревьев, где основным видом станет якутская сосна. Сотрудники Якутлесресурса планируют до конца года вырастить до 500 тысяч сеянцев. Отмечу, что с 2020 года в республике стал применяться искусственный способ лесовосстановления из-за лесных пожаров, вырубки деревьев, которые вредят экологии региона. В связи с этим используются выращенные в питомниках сеянцы, которые отбираются с учетом особенностей климатических условий. Восстановление леса, естественно, осуществляется посредством новой высадки сеянцев. И сегодня мы открываем третью. Да, по сути дела, Якутлесресурс для этого и создавался, для того, чтобы непосредственно воспроизводить ресурсы леса. И вот уже сегодня мы открываем в республике третью, самую большую теплицу, которая нам позволит в последующем осуществлять высадку сеянцев, которые будут нашими местными. И я думаю, что будущему поколению будет что о нас сказать, как о людях, которые им обеспечили зеленые легкие. Ветераны специальной военной операции Иннокентий Вырдылин и Зоя Степанова познакомились благодаря фонду «Защитники Отечества». Знакомство переросло в нечто большее, и в конце прошлой недели они сыграли свадьбу. Подробнее о возникновении новой семьи расскажет мой коллега Александр Хавренко. Фото, свадебный костюм, цветы и поздравления друзей. Иннокентий и Зоя – одна из тысяч пар, которые решили скрепить свои отношения узами брака. За одним лишь исключением – они оба ветераны специальной военной операции. Иннокентий Вырдылин 20 лет отработал в системе ЖКХ в Нижнеколымском районе. Когда началась специальная военная операция, он принял решение подписать контракт. За ленточку он зашел в составе спецназа «Ахмат». Прежде всего, гражданский долг, патриотизм. То, что мы живем в это время. И если, я подумал, если не пойти, не участвовать, не внести свою лепту, то через несколько лет старости я буду жалеть, что у меня был момент, но я не воспользовался им. И теперь я не жалею об этом. Несколько раз Иннокентий продлевал свой контракт. В последний раз вернулся из зоны боевых действий пару недель назад и сразу начал готовиться к свадьбе со своей невестой Зоей Степановой. Зоя также прошла специальную военную операцию. В 2023 году она подписала контракт с Министерством обороны и уехала служить в 36-й мотострелковый полк. Тянула туда, потому что очень много было информации, что там парни погибают из-за неправильного медицинского, оказания себе помощи. И меня тянуло туда, что я думала, что я нужнее там, чем здесь. Работала в госпитале медсестрой. В 2024 году вернулась и сейчас работаю в частной клинике. Познакомились молодожены год назад, благодаря Социальному фонду России и фонду «Защитники Отечества», на конференции с участием ветеранов боевых действий. Именно там Иннокентий и Зоя впервые увидели друг друга. Все же дни проходили
Подготовка, соревнования среди ветеранов боевых действий. Мы также совместно тренировались, участвовали в этом соревновании. Ну и потом, после Нового года, мне нужно было выдвигаться на очередной контракт. И вот я буквально недели-две назад вернулся. И моя жена благополучно дождалась меня. Да, это вообще самый счастливый день, можно сказать, в жизни. Впереди у молодоженов много планов, в первую очередь в семейной жизни. Наладить совместный быт, больше времени проводить друг с другом, с детьми и внуками. Работать и жить мирной, счастливой жизнью. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Аэлита Махно, Якутск. С начала этого года на реке Синей отдохнуло более 1000 человек. Здесь специально работают 6 баз. Туристические агентства собирают желающих из разных уголков страны и доставляют туристов на специальные техники, предоставляют услуги по катанию по Синей и рыбалке. Разрабатываются спецпрограммы на 5-8 дней, организуется отдых по нетронутой Синей, знакомя приезжих туристов с прекрасной природой Якутии. Летом особенно интересным мероприятием становится сплав по реке на катамаранах. Это подходящее время года для безмятежного времяпрепровождения на свежем воздухе и наслаждения красотой природы. Я из Новосибирска. Привет вам из Академгородка Новосибирского. Моя цель – посмотреть, что на земле родной находится. Спасибо, что сопроводили, спасибо, что рассказали. Большое вам спасибо. Я приехала из Москвы. Это у меня уже 6-й сплав, и очень я мечтала побывать в Якутии на реке Синей, посмотреть прекрасные синские столбы. И, конечно, попали под дождь, и ночевали во сне. Ну, все прекрасно. Маршрут шикарный. В завершение о спорте. 22-я спартакиада «Игры Манчары» подарила жителям республики добрые моменты, новые имена и достижения. «Игры Манчары» собрали более 1500 спортсменов со всех улусов республики. По итогам спартакиады в Усть-Алданском районе чествовали своих спортсменов, которые завоевали 26 медалей разного достоинства. В своей группе усть-алданцы заняли 5-е место. Напомню, в 2029 году следующие 23-е «Игры Манчары» пройдут в Хангаласском районе. Я как ветеран спорта оцениваю участие нашего улуса большим успехом. Это окрыляет наших спортсменов. Впереди наши чемпионы – это 18-летние, 20-летние спортсмены. Таким видом спорта, как легкая атлетика, это королева спорта. Национальным видом спорта большие перспективы имеют. К этому часу все. До встречи в итоговом выпуске новостей.